Абхазский госуниверситет является самым большим учреждением республики. Ежедневно в АГУ приходят до 2500 человек. В его стенах работают 600 сотрудников. Именно передовая научная мысль – это то, что формируется в стенах университета, отметил, открывая конференцию, первый проректор вуза Роман Дбар. Занятие наукой – это привилегия избранных. Не каждый может заниматься наукой. Наукой может заниматься обязательно, конечно, грамотный и образованный человек. Но для того, чтобы заниматься наукой, этого недостаточно. Человек должен в себе нести нечто, что связано с желанием создавать новое знание. Если хотя бы один раз в жизни человек соприкоснулся с тем, что он сумел сделать некий шаг, который открыл темную сторону и осветлил ее, и там появилось открытие, пусть даже очень маленькое, однажды сделавший такой шаг, человек никогда уже больше не остановится, он будет это желать делать всю свою жизнь. Отчетная научно-практическая конференция Абхазского госуниверситета стала традиционно важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем. Мероприятие вел доктор сельскохозяйственных наук профессор Тимур Шалов. Экологический аспект социально-экономического развития Абхазии в контексте целей устойчивого развития. Тема доклада начальника международного отдела АГУ, старшего преподавателя кафедры экономической теории Анны Атлейба. Сферой моих научных интересов является мировая экономика и международные экономические отношения. И, собственно, это та дисциплина, которую я читаю на экономическом факультете. И на Республику Абхазия, на нашу страну, я смотрю сквозь призму этой дисциплины, этого предмета. И надо отметить, что Республика Абхазия не является каким-то субъектом, который изолирован от всего остального мира, поэтому рано или поздно те проблемы, с которыми сталкивается весь мир, а это экологические вызовы глобального характера, мы столкнемся рано или поздно тоже. Учитывая, что пока еще нет масштабного промышленного и сельскохозяйственного освоения нашей территории на данном этапе, мы в какой-то степени пока еще защищены. Проблемы экологического порядка мы можем рассчитывать на то, что имеют отложенный несколько характер. По мнению Анны Адлейба, в Абхазии сталкиваются с проблемами отсутствия честных сооружений, несанкционированной вырубки лесов и охотой. Все эти факторы, безусловно, влияют на природно-ресурсный потенциал республики. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что при реализации программ социально-экономического развития Республики Абхазия, безусловно, необходимо принимать во внимание экологический, социальный аспект. Некоторые вопросы регулирования землепользования в Республике Абхазия. Так называлась тема доклада доцента кафедры экономической теории Александра Страничкина. Тема актуальна. Земельные отношения приобрели достаточно дискуссионный и политизированный характер. Как известно, вопросы землепользования в республике регулируются рядом законодательных актов – Конституцией, Земельным, Гражданским, Лесным кодексом, законами республики о крестьянском, фермерском хозяйстве и другими нормативными документами. Если у государства резервы земли, вопрос возникает актуально, да, на сегодняшний день. Любое движение земли должно отражаться в этом реестре, в будущем в кадастре земли. Сегодня инвестор не имеет возможности выбора, так как большинство земель занято. У государства, к большому сожалению, не получается регулировать этот процесс. У нас не всегда работает механизм изъятия земли, переданной в аренду. В случае, когда арендатор использует ее не по назначению или вообще не использует. Поэтому определенное количество земли просто-напросто не работает. Появился теневой рынок оборота земли. Государство лишь фиксирует этот оборот. Конечно, формально земля не продается. Продается право аренды. Но тем не менее. Доклады были объемными и в то же время интересными. Первый проректор АГУ Роман Дбар затронул проблему охраны пляжных пространств в рекреационной значимой зоне Абхазии. Тема работы выбрана не случайно. Абхазия – туристическая страна, рекреационная. Фактически самые дорогие земли в стране – земли, примыкающие к морскому пространству. Чтобы вложиться, выбирают территорию, находящуюся не просто у берега моря, а именно в том месте, где существует пляжный ресурс. Покажу один участок, который находится прямо под нами, здесь возле на устье Келаса. Построили гостиницу фактически в пляжной полосе. Ну, очень удобно. Из окон сразу видишь море, ночью шум прибоя, все замечательно.
но во время штормов первые этажи начинают выбивать. Человек хочет защитить свое имущество, думает о том, как бы поставить волноотбойную стенку. Поставил волноотбойную стену, и волноотбойная стена в этой ситуации работает против него, потому что когда на пляже стоит стена, волна бьет в эту стену, идя обратным ходом, она вымывает пляж. В конечном счете это приводит к тому, что значит, уже объект стоит там условно 2-3 года, а мы уже видим, что напротив этого объекта начинает формироваться залив. То есть, по сути дела, происходит переформатирование пляжной линии и сокращение пляжей. Доклады профессорско-преподавательского состава охватывают широкий круг тем от землепользования и землевладения в Абхазии до экономических, экологических, правовых и социальных аспектов. Конференция продолжит работу в секциях на всех факультетах до 28 марта. Научно-практическая конференция научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых пройдет с 1 по 4 апреля. Подведение итогов состоится 8 апреля. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.